Спасибо большое. Мы сегодня, я хочу сразу представить, здесь моя подруга, мой партнер по бизнесу Гульнара Алатаева, она будет следующим спикером. И мы решили подготовить я думаю, это будет очень полезно для всех современных деловых женщин, два таких небольших тренинга, мастер-класса, как можно назвать, на тему коммуникации и имидж. То есть то, что нужно, то, что очень актуально, и то, что поможет каждой женщине продвигаться самой и продвигать себя. Тем более, что вы знаете, что мы живем в достаточно таком патриархальном обществе, и спасение утопающих – дело рук самих утопающих, поэтому мы должны развивать эти навыки. Я думаю, что вам будет очень полезно и интересно. Я, наверное, не буду очень сильно углубляться в тему. Если кому-то будет интересно, презентацию я дам обязательно. Там очень много, большой объем информации. Я пройдусь по основным моментам. Так, а как тут? А вот это? Так, давайте начнем с того, что же такое коммуникации. Вроде такое слово достаточно избитое, и об этом все говорят, но не до конца все понимают вообще глубину этого слова. Чтобы не уходить в какие-то термины, я хочу сказать, что в большинстве нашей жизни все проблемы наши от неэффективных коммуникаций. То есть если мы дали какое-то поручение сотруднику, а он его не выполнил или выполнил не так, как мы хотели бы, это может быть не проблема этого человека, а проблема в том, что мы недостаточно эффективно выстроили с ним коммуникации. Если государство не может донести какие-то свои месседжи до населения, то, соответственно, население будет недовольно, и это тоже вопрос коммуникации. Поэтому все успехи наши в жизни, все наши успехи, подумайте, если девушка удачно вышла замуж, и у нее хороший супруг, в чем здесь фишка? На самом деле в том, что у нее очень хорошие коммуникативные навыки. Это не обязательно красивое лицо, замечательный характер или прекрасная фигура. Да, это немаловажно. Но у нее прекрасные коммуникативные навыки. Если ее хорошо приняли в семье ее супруга, если ее любит свекровь, если у нее все замечательно, в чем тут секрет ее успеха? В том, что у нее хорошие коммуникативные навыки. Если, наоборот, она пришла и у нее какие-то начинаются конфликты, то это не значит, что все плохие. Значит, что-то где-то у нее не срабатывает на уровне коммуникации. Поэтому, если мы продвигаемся по карьере, значит, у нас хорошие коммуникативные навыки. Поэтому все успехи в жизни начинаются с коммуникации. И все проблемы в жизни тоже, к сожалению, начинаются с коммуникации. Почему сейчас очень важно развивать коммуникативные навыки? Вы все понимаете, что мы живем по большому счету в информационном мире. У нас у каждого по 20-30 чатов, информация из каждого утюга течет. То есть мозг вообще абсолютно не отключается, помимо того, что интернет, все эти сообщества, все дает большой объем, гигабайты, терабайты информации. То есть мы сейчас живем в такую эпоху, когда нужно ее еще и быстро переваривать. И несмотря на то, что есть искусственный интеллект, и мы когда звоним в какую-то компанию, не факт, что мы разговариваем с живым человеком. И как раз-таки в этот век больших скоростей и больших технологий коммуникативные навыки признанно являются базовым навыком 21 века. То есть это то, с чем мы рождаемся и что мы должны развивать непосредственно в течение всей своей жизни. Давайте рассмотрим разные ситуации, связанные с коммуникацией. Первую я уже сказала, это классический термин «не ругайся начальника», да, помните? Это же по большому счету проблема коммуникации.
Когда он ему объясняет, как нужно было покрасить стены, приходит, а он в этот цвет выкрасил пол. Ну, проблема в коммуникациях. Есть еще такая ситуация, когда руководитель уже из кожи вон рвется, вроде как бы и кричит, и ему вроде кажется, ну что тут непонятного, но на самом деле эффекта никакого нету, и просто человек тратит свою нервную систему и не решает никакие задачи. Следующая ситуация. Что такое любовь? Согласитесь, у каждого своя собственная трактовка понятия любви. И если для мужа, значит, моя жена меня любит, когда она меня слушается, то есть если в его понятии любовь это вот это, то для жены в ее понятии любовь это может быть что-то другое. И, к сожалению, разводы и какая-то проблемная ситуация в браке – это проблема прежде всего коммуникации между двумя супругами о том, что у них, к сожалению, разные терминологии и разное восприятие одного и того же слова. Есть еще такая очень хорошая притча про волка и льва. То есть одному мальчику старейшины сказали: вот тебе оружие, охраняй стадо от волков. И он охранял. Тут вместо волка на опушку леса вышел лев. И мальчик закричал: лев, лев. Никто не пришел на его крики, и этот лев съел это стадо. Потом, когда пришли старейшины, они у него спросили: почему ты нас не предупредил о том, что угроза? Он говорит: ну я же вам кричал, львы, львы. А старейшины привыкли, что угроза исходит только от волков. Да? И, соответственно, проблема была в дискоммуникации. То есть люди воспринимали угрозу только от одного предмета, от одного животного, а когда появилось другое животное, они не распознали это как угроза, не подумали об этом. И, соответственно, в этой ситуации вроде бы мальчик коммуникационный импульс давал, он говорил о том, что угроза, но на его призыв никто не пришел, и стадо было съедено. Еще один есть очень замечательный такой случай, это действительно случай реальный из жизни Христофора Колумба, который искал спонсорские деньги на то, чтобы поехать и открыть новую землю. То есть если мы поговорим, кто такой Христофор Колумб, ну вот в школе нам его все рисовали каким-то интересным таким мореплавателем, исследователем. На самом деле это был очень амбициозный человек, который хотел обогатиться, то есть он был такой предприниматель, который хотел обогатиться за счет освоения новых земель. И вот с этим предложением он пошел к королю Португалии и сказал: я хочу поехать, открыть новую землю, исследовать ее и так далее. И король Португалии не оценил предложенный проект и не профинансировал его путешествие. После чего Колумб ушел, целый год он готовился, не знал, где еще найти деньги, и понял, что на самом деле его ошибка была в том, что он неправильно преподнес информацию. И он поехал в Испанию к королю и королеве испанским, и пришел и сказал им так: вы хотите разбогатеть? Вы хотите, чтобы ваша испанская корона была самая богатая? А Испания и Португалия в тот период были такие сильные, две конкурирующие между собой державы. И он сказал: это вот прям в духе современного маркетинга. Мое коммерческое предложение действует сегодня до вечера, потому что если вы не примете его, если вы не профинансируете мою вот эту вот экспедицию, то у меня есть уже король Португалии, который готов профинансировать, и я тогда поеду открывать новые земли под флагом Португалии. В результате чего королева Испании сказала: нет, 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 мы здесь, нам все нравится, мы все покупаем, и таким образом профинансировали его экспедицию, и он уехал. То есть он добился своей цели только благодаря тому, что
правильно и четко провел переговоры. Есть еще одна ситуация, о которой я писала в социальных сетях. Это очень шикарный случай, который показывает, это действительно исторический факт о том, как эффективная коммуникация влияет на харизму. Вообще, что такое вообще харизма? Харизма — это по большому счету тоже один из инструментов коммуникации. Значит, в Великобритании были два великих премьер-министра. Это был Уильям Гальстон, вот он здесь находится, и Бенджамин Дизраэли. И вот одна прекрасная женщина, у нее так случилось, что один вечер она сидела рядом с вот этим замечательным премьер-министром, с Уильямом, а через несколько дней она присутствовала на приеме, и ей представился случай побеседовать с Бенджамином Дизраэли. И после этого у нее спросили: вот ты побеседовала с двумя выдающимися мужчинами Великобритании, королевства. Какое у тебя впечатление об этих людях? И женщина сказала, что Уильям действительно очень умный, очень интеллигентный, очень образованный человек. И я считаю, вот поговоря с ним, я поняла, что Британия подарила миру великого сына. А что ты можешь сказать про Дизраэли? Она сказала, он тоже замечательный, шикарный, просто супер умница, но поговорив с ним, я почувствовала, что это я, великая дочь Соединенного Королевства. То есть первая коммуникация была направлена на себя, то есть человек больше презентовал себя, а вторая коммуникация была наоборот, то есть Дизраэли, при том, что был умницей и великолепным оратором, он смог внушить этой женщине, что это она такая умница, что это она додумалась до тех мыслей, которые он ей вложил, и в результате этих двух коммуникаций она ушла, влюбленная в этого человека, и сказала, у него просто бесподобная харизма, потому что он ее просто поднял в ее же собственных глазах. Это такой исторический факт. Итак, коммуникация — это двухсторонний процесс обмена информацией, эмоциями и мыслями. То есть информация — это то, что мы говорим в таком, скажем, вербальном порядке. Эмоции — это когда мы свои эмоции передаем, потому что коммуникация — это всегда передается эмоция. Даже когда мы не видим человека по телефону, вы чувствуете, да, как эмоция сильно передается. Если ты позвонишь человеку, который с тобой поговорит, будет на позитиве, трубку положил, и у тебя тоже хорошее настроение. И мыслями. Мысли — это то, что человек, может быть, не сказал, в прямой информации этого не было, но он за счет своих эмоций, жестов, каких-то намеков смог передать свои мысли, и ты ими зарядился и пошел дальше. Ну, виды коммуникации вербальный и невербальный. Вот Гульнара расскажет больше про невербальный вид коммуникации. Итак, если взять за 100%, то люди 90-80% информации, которые получают от человека, получено невербальным путем. И только 10-20% это то, что мы сказали. То есть все остальное человек получил уже от наших эмоций, поведения. Ну и дальше вот Гульнара тоже расскажет, я не буду на ее тему заходить. Итак, вот на самом деле все очень просто. Я хочу, вот, чтобы вы просто разобрались в самом механизме коммуникации, как это работает. Вот возьмем двух людей. Вот мальчик и девочка. Каждый человек передает какую-то коммуникацию через 3 своих фильтра, ну, через 3 таких маленьких экрана. Значит, первое, со стороны своего жизненного опыта. Второе, это со стороны своих ценностей, которые были у него заложены в детстве. И третье, со стороны своих установок и стереотипов. Вот так формируется у человека вот эта вот информация, которую он хочет передать другому человеку. Вот это
закодируется и в словесном виде передается другому человеку в виде сообщения. Другой человек пропускает эту информацию через такие же 3 фильтра. Это жизненный опыт, ценности, стереотипы, установки, раскодирует ее, интерпретирует уже так, как она прошла через эти его 3 фильтра. Например, вот возьмем этого мальчика. Для него, например, он говорит: я дарю тебе яблоко. С его жизненного опыта, когда он рос в детстве, он бегал у бабушки по саду, его понимание яблоко — это вот яблоко, такой красный плод. Может быть, у этого мальчика родители работали на ферме, и для него плод, который выращен на этом дереве, очень ценен. Для него яблоко равно труд. С помощью этих установок он эту информацию передает. На этом конце сидит девушка, которая никогда не была на ферме и которая никогда не видела, как растут эти деревья, и которая воспринимает это яблоко как гаджет. То есть, возможно, это была ситуация такая, она ему говорит: подари мне что-нибудь, и он ей дарит яблоко. С его точки зрения это очень ценный и очень такой важный фрукт, который в его сознании символизирует труд, любовь родителей, заботу о семье, о доме и так далее. С точки зрения этой девочки, которая раскодировала, в ее понятии яблоко — это может быть iPhone, какой-то гаджет, который даст ей какую-то эффективность, уникальность и так далее. Она раскодировала, сравнила с тем, что есть у нее, посмотрела и думает: ну это не то, что я хотела, значит, он меня не любит. Вот, она раскодировала, вот она интерпретировала совсем в другую сторону, раскодировала, дает ему ответное сообщение и говорит: забирай свое яблоко, что ты мне принес какую-то за 5 копеек. Значит, ты меня не любишь. И вот, в принципе, 2 человека, в принципе, говорят об очень понятных вещах, но в то же время каждый интерпретирует и понимает это по-своему. То же самое, например, слово «дружба». Для одного человека, с точки зрения его жизненного опыта, ценностей, установок и стереотипов, дружба — это когда один человек помогает другому. Так живет его семья, так живут его друзья, так живет его общество. Для другого человека дружба — это вместе совместное времяпрепровождение, может быть, там чаепитие, какое-то празднование совместных мероприятий, но нисколько не помощь и не поддержка. И вот этот человек считает его другом, и этот человек считает того другом. Но когда у этого человека что-то случается, он с точки зрения своих 3 эфиров понимает, что дружба — это когда можно прийти и попросить какую-то помощь. Он к нему приходит, просит, а тот думает: ну, как бы мы с тобой чай пьем вместе, ну, это все. В моем понятии дружба — это все. И говорит: нет, я тебе не помогу. Ну да, я твой друг, ну я тебе не помогу, потому что у меня нет на это возможности, сил, времени и так далее. В результате человек уходит разочарованный и думает, что вот нет правды в жизни. На самом деле они говорят об одном и том же, но каждый раскодирует и расшифровывает эту информацию ровно в том понимании, в котором есть оно у него. И вот этот весь, скажем так, вся эта дискоммуникация происходит только потому, что этот механизм коммуникации работает вот так. То есть, например, начальник говорит сотруднику: иди, сделай быстро, выполни это задание быстро. Для него понятие «быстро» — это 5 минут. А для его сотрудника понятие «быстро» — это час. Он пошел, через час это сделал, пришел, и начальник говорит:
не нужно мне уже от тебя ничего, я тебе сказал быстро, а ты мне ничего не сделал. И тут оба они разочарованы, потому что сотрудник думает, я же действительно старался. Для него, может быть, быстро, даже и 5 часов это быстро. Он, да я вообще с суперскоростью поступил, все сделал, принес, а он такой недовольный, вообще хам. И он уходит со злостью на начальника. В то же время начальник думает, боже мой, какие тупые у меня сотрудники. Я ему сказал быстро, а он как бы принес мне через час. Потому что каждый человек живет в разных скоростях. У каждого человека свое понятие времени. Для кого-то год – это много, а для кого-то день – это много. Для кого-то год – это вообще как день, да? Поэтому вот именно в этих вот шифрах и заложена коммуникация. И если вы научитесь правильно понимать этот механизм и его отыгрывать, то у вас очень существенно улучшится ваше взаимодействие с внешним миром. А что для этого нужно делать? Нужно просто правильно, четко разъяснять, что каждый имел в виду. То есть я тебе дал поручение, сделай мне быстро, за сколько ты сможешь это сделать, я имею в виду за 10 минут. Или тогда начальник должен сказать, сделай это мне сразу за 5 минут. На что человек будет уже отвечать, сможет он это или не сможет, но, по крайней мере, будет единая мера. А когда меры нету, и каждый раскодирует, кодирует так, как хочет, и так, как понимает через свои вот эти вот фильтры, то таким образом и мы получаем то, что люди говорят вместе, говорят об одном, но при этом друг друга не понимают. В принципе, механизм очень простой, и нужно всегда думать о том, правильно ли ты донес свою информацию до того человека, до которого ты должен был ее донести. Поэтому, в принципе, это все очень просто. Но почему тогда коммуникации проблема? Вот вроде бы механизм элементарный, вот на пальцах. Но почему тогда коммуникации – это проблема? Давайте разберемся, что же такое эффективные коммуникации. Вообще эффективные коммуникации рождаются из 3 направлений, 3 элементов. Первое – это жизненные установки, то есть те установки, которые изначально в нас сформировались, то, что заложилось в детстве, и то, что мы приобрели в течение своего жизненного периода. Наши ценности, потому что у человека тоже могут быть разные ценности. Для кого-то ценности – это деньги, для кого-то ценности – это отношения, для кого-то ценности – это еще что-то. И третье – это владение технологиями и инструментами, которые позволяют более эффективно коммуницировать. Сегодня мы вот кратко пройдемся по некоторым инструментам. Здесь есть 2 категории людей. Вообще люди, грубо говоря, в коммуникациях делятся на 2 типа. Первый тип относится ко всему изначально через призму «все хорошо». То есть ты хороший, пока не докажешь обратного. То есть его коммуникация, его восприятие человека идет через позитивное мировосприятие. Изначально любой человек к нему приходит с любой идеей, он говорит, все, ты хороший, пока ты мне не докажешь обратного. Это такая мысленная установка. Второй человек есть, это человек, который к миру относится, второй типаж, это который к миру относится немножко с осторожностью. Где-то он считает, что мир где-то враждебный, и у него такое восприятие людей. Ты плохой, пока ты не докажешь мне обратное. То есть, когда вы идете навстречу с человеком, вы должны примерно понимать, к какому типажу он относится. Либо к тем, кто позитивно смотрит на жизнь, либо к тем, кто изначально уже насторожен и изначально воспринимает все через вот такую вот пелену. Есть замечательное стихотворение Омар Хайяма. В одно окно смотрели 2. Один увидел дождь и грязь, другой листвы зеленой вязь.
весну и небо голубое. В одно окно смотрели двое. То есть один смотрит в окно, видит грязь и мусор, например, а другой смотрит в окно и видит, что наступает весна, цветы распускаются. Это вот про два типажа людей. Поэтому обязательно перед тем, как вы с кем-то нацелены выстраивать коммуникации, оцените, к какому из этих двух типажей этот человек относится. Надо очень, конечно, честно ответить себе изначально, готовы ли мы идти на эти эффективные коммуникации. Потому что даже в жизни люди не выстраивают какой-то нормальный диалог просто потому, что они изначально не хотят его выстраивать. Вот однажды ко мне обратилась одна девушка, она говорит, вот у меня не получается настроить диалог со своей свекровью. Я у нее начала спрашивать, расскажи мне про твою свекровь, что она за человек, что она любит, какие есть у нее интересные темы, кто для нее является примером. И эта девушка ни на один мой вопрос не смогла ответить. Я говорю, вот сначала ты разберись, ты хочешь ли действительно выстроить эффективный диалог со своей свекровью, потому что ты даже за ней не наблюдала, ты не прислушивалась, не знаешь, что она любит. Тебе это как бы неинтересная информация. Если ты эту информацию не собрала, если ты не понимаешь свою целевую аудиторию в виде твоей свекрови, как ты можешь выстраивать этот эффективный коммуникационный процесс? Поэтому ты сначала у себя внутри разберись, хочешь ли ты этого, или это ты просто как бы для красного словца у меня спрашиваешь. Поэтому очень важно, человек, который изначально ставит своей целью выстроить с другим человеком эффективный диалог и построить эффективную коммуникацию, должен собирать очень много информации о нем. То есть нужно изучать свою целевую аудиторию, нужно ее знать, нужно к ней прислушиваться, нужно ее понимать. И тогда по вот этим мелким признакам уже можно что-то делать. Но вначале нужно к себе обратиться и понять, готов ли я вкладываться в это, готов ли я что-то инвестировать. Есть 25 главных принципов эффективной коммуникации. Я вам все это дам в виде презентации. Здесь углубляться не буду. Единственное, только на некоторых остановлюсь. Значит, есть такой принцип, хороший, принцип лифта. В процессе взаимоотношений мы можем поднимать человека, а можем его отпускать. Если вы умеете поднимать человека, вот как эта история про Дизраэли, то вы вас всегда будут любить. Потому что мы живем в таком обществе, когда очень много вот таких агрессивных коммуникаций, когда нас опускают, когда нам что-то не додают, и мы чувствуем себя как бы во враждебном мире. И люди, которые умеют поднимать человека, это просто боги. То есть они всегда те, которых любят и которые умеют эффективно выстраивать взаимоотношения. Как это происходит? Расскажу на прямом примере комплимента. Значит, встретились две женщины, и одна другой говорит, как ты сегодня прекрасно выглядишь. То есть что это происходит? Она ее подняла, да? А в принципе, сегодня все здесь хорошо выглядят, и тут же ее опустила. То есть она сначала ей сделала комплимент ее поднимающий, как ты прекрасно сегодня выглядишь, и можно было на этом остановиться и дальше сказать, что-то еще другое, там, тебе этот цвет хорошо идет, или ты там посвежел, и так далее. Но она ее тут же вместе со всеми сравняла, и в принципе, вроде как бы ты и не отличаешься ни от кого, да. То есть вот это вот принцип лифта. Мы всегда либо поднимаем человека, либо его опускаем. И нужно следить. Иногда это происходит, знаете, бессознательно. Я вот находилась однажды в кругу одних подруг, и я заметила, что они друг над другом все время подшучивают. И подшучивают они не над хорошими какими-то сторонами, а вот вытаскивают какие-то
недостатки друг друга и над ними подшучивать. Вроде бы что-то такого, ну смешно, посмеялись, разошлись. Но на самом деле каждая после этой встречи уйдет с неприятным осадком. Они, может быть, об этом никогда не признаются и никогда не скажут друг другу, но им все равно где-то в душе, в любой шутке есть доля шутки, да? И, может быть, не всегда тебе приятно слышать об этом в тот момент, когда ты хочешь просто получить положительные эмоции. Поэтому вот такое бывает, и надо следить за своей речью. Вот понаблюдайте. И понаблюдайте над теми людьми, которые вам нравятся. И вы поймете, что это те люди, которые вас всегда поднимают. Вот это вот один из принципов того, с помощью чего вы можете открывать многие двери. Есть такой еще, значит, принцип, это принцип целостной картины. Вот его тоже надо держать в голове, и я тоже об этом как-то написала. Это про то, что, вот про интуицию мы говорили, да, у нас большинство мужчин, у мужчин вообще такой принят подход, любое решение с помощью логики вырисовывать, да, так проще, так понятнее, но все равно где-то подспудно они хотят получить какое-то другое мнение. И они обращаются, например, за советом к своей жене, чтобы прислушаться к ее интуиции. Но на самом деле, да, с помощью интуиции человек может что-то порекомендовать, или интуиция тоже что-то дает, но любой другой человек не владеет целостной картиной того, как на самом деле развивается эта ситуация. То есть каждый знает какой-то кусочек, но сверху на эту ситуацию никто не посмотрел. Поэтому здесь при принятии решений, при каких-то взаимодействиях с другими людьми вы должны понимать, что каждый из вас смотрит только на свой кусок, вот только туда, куда наш взгляд попадает. Мы не можем посмотреть, что сзади, у нас нет другой информации. Поэтому для того, чтобы коммуникация была более целостная, надо вот придерживаться принципа целостной картины. Есть еще такой пример. Две подруги поругались. Третья сказала, одна сказала что-то это, и другая сказала что-то это. Они обиделись друг на друга и разошлись. Но на самом деле та смотрит только через свою призму, а эта смотрит через свою призму. И тут приходит третья и говорит, вообще смешно, из-за чего вы поругались, потому что если целостно на картину посмотреть, то даже тут для конфликта места не может быть, потому что она смотрит на эту ситуацию совсем с другой стороны. Ну и вот еще на что хочу обратить внимание, это принцип 10 баллов. То есть вера в лучшие качества людей обычно заставляет их действительно проявлять свои лучшие качества. И есть такой принцип 10 баллов. Если вы хотите выстроить хорошие отношения с каким-то человеком, мысленно наделите его 10 лучшими качествами. Вот если не получается, обычно, когда супруги там поругаются, и у жены накопилось много претензий к нему, можно просто своего супруга действительно наделить 10 лучшими качествами и держать их в голове, и вы сами не заметите, как ваши взаимоотношения улучшатся. Еще принцип такой, принцип конфронтации. То есть на конфликт, на любой конфликт, когда вы идете с кем-то на конфликт, вы должны всегда в голове держать план «Б», то есть метод выхода из этого конфликта. То есть не так, что поругались, а там чуть хоть трава не расти. То есть если вы берете трубку телефона, и сейчас вы будете ругаться с каким-то человеком, вы должны в уме уже проработать, как вы будете с ним налаживать отношения. Если у вас будет план «Б», то у вас вот этот план «А» пройдет намного легче. Есть еще один метод, вот я Игуле недавно рассказывала, это принцип 24 часов. Если вы почувствовали где-то обиду, если что-то вам стало неприятно, не отвечайте сразу. То есть не надо сразу писать гневный комментарий в соцсетях,
Если какой-то там человек написал, да ты сама такая, короче, тырым-пырым. Или если вам кто-то позвонил, сказал, то есть не надо сразу отвечать. Вот запишите себе время. Значит, вот этот инцидент у меня произошел там, 22 числа в 10:00. Значит, я должна на него ответить 23 числа в 10:00. И вы заметите, что ровно через 24 часа, когда 23-го в 10:00 вы захотите ответить этому человеку, вы ему уже не скажете всего того, чего бы вы могли сказать ему именно 22-го в 10:00. Я хочу сказать, по моему опыту, я даже уже не звоню. Я думаю, да уже вообще что-то не, как-то даже и не актуально. Да, я запишу себе, потом думаю, а потом думаю, ай, да зачем это, кому это нужно? И как-то все это само по себе проходит. Поэтому принцип конфронтации очень важен. Есть еще такой принцип взаимоотношений, это принцип ситуации. Значит, сейчас водички попью. Он звучит так. Никогда не допускайте, чтобы ситуация значила для вас больше, чем взаимоотношения. Вот все посмотрели, я не знаю, кто-то посмотрел, кто-то не посмотрел «Игру престолов», да? В чем фишка этого фильма? Фишка на самом деле в том, что там нету плохих или хороших героев. У всех героев есть положительные стороны, у всех героев есть отрицательные стороны, и каждый герой в разной ситуации проявляет себя по-разному. Мы действительно никто не плохой, не хороший. То есть мы иногда можем делать неприятные какие-то, некрасивые поступки, так сложилась ситуация, и иногда и проявляем себя с другой хорошей стороны. Поэтому если произошла какая-то ситуация, она не должна больше значить тем, чем сами взаимоотношения с этим человеком. Есть еще принцип Боба. Я этот принцип применяю тоже с людьми, которые часто начинают жаловаться на то, что у них не выстраиваются коммуникации. То есть если человек приходит и говорит, особенно есть сотрудники, которые приходят и там Да, у меня был такой случай с юристом. Юрист говорит, главный бухгалтер такой плохой, она там не идет на коммуникацию, этот технический директор тоже плохой, этот тоже плохой. Есть принцип Боба. Когда у Боба есть проблемы со всеми, главной проблемой является обычно сам Боб. Поэтому человек, у которого проблемы в коммуникациях с очень большим количеством людей, значит, это проблемы не в тех людях и не в ситуации, а проблема в самом этом человеке. Есть еще такой хороший принцип, это принцип доступности. То есть ваша легкость в отношении с самим собой помогает другим чувствовать свободно рядом с вами. Это как раз к самоиронии, и это как раз к чувству юмора, потому что мы, особенно женщины, у мужчин, у них как-то проще в этом, а женщины любят все усложнять. То есть из любой какой-то ситуации женщины пытаются создать что-то сложное. Хотя на самом деле можно просто улыбнуться и сказать, да, Боже мой, и это тоже пройдет. И на самом деле люди, которые с вами коммуницируют, им будет намного легче, если вы будете так относиться к жизни. Есть принцип терпения, как говорится, терпение и труд все перетрут. Поэтому еще один есть принцип земледелия, и на этом, наверное, я по принципам закруглюсь. Это относится к понятию кайдзен. Помните, на форуме выступал Кумар Мусаев? У него есть замечательный вообще тренинг «Кайдзен в личных отношениях». Любые отношения надо культивировать, любые. И здесь нужно разделить ваш круг на 3 категории. То есть первая категория – выделите людей, которые с вами и на всю жизнь. То есть если такие люди с вами и на всю жизнь, значит, вы должны с ними хотя бы 1 раз в 3 дня коммуницировать. У японцев есть такое понятие, что если твой близкий друг через 3 дня не вышел на связь, значит, ты должен его найти.
Потому что если через 3 дня он не ответит, потом пройдет еще 3 дня, и таким образом ты можешь потерять своего друга. Поэтому если люди, которые вам нужны, которые с вами на всю жизнь, каждые 3 дня, даже если их рядом нет, просто напишите: «Привет, как у тебя дела? Все нормально». И это будет ваш вклад в обработку ваших коммуникаций. Есть люди, которые приходят на время для определенных целей. Ну, например, учителя ваших детей. То есть он пришел, от него сейчас зависит, какие знания получит ваш ребенок. И как только ребенок вырастет или перейдет в другую фазу, вы с этим человеком можете дальше не общаться. Так вот, с такими людьми нужно взаимодействовать хотя бы 1 раз в месяц. Или, например, партнеры, у вас долгосрочный какой-то контракт, он определен временем, хотя бы 1 раз в месяц вы со своим партнером должны по телефону созваниваться, чтобы он чувствовал, что работа идет и все нормально. И есть люди, которые такие ситуативные, да, ситуативные. То есть, например, человек кто-то заболел, и вот сейчас вы с врачом общаетесь, коммуницируете. То есть это такой ситуативный у вас человек. Но ситуативный человек тоже нужен, потому что врач может быть нужен и в следующий раз. Поэтому с ситуативным человеком желательно хотя бы 1 раз ежеквартально созваниваться и держать его, значит, на пульсе, чтобы потом вдруг, если у вас что-то произошло, если вы через 2 года ему позвоните: здравствуйте, вы меня помните, там, вы у меня там лечили моего ребенка, то будет не очень как бы красиво, и может быть он не будет к вам столь благожелательный, как он это был в самом начале. Поэтому людей надо разделить на вот эти 3 категории и в принципе с ними вот так взаимодействовать. Так, про ценности сейчас много говорить не буду, давайте про технологии. Итак, какие есть технологии выстраивания эффективных коммуникаций? Есть такая технология, но это больше из НЛП, называется рапорт. То есть это состояние, когда вы подключаетесь, подстраиваетесь к человеку, с которым вы коммуницируете. Что вам для этого нужно? Вам для этого нужны 2 фазы. То есть вам нужно присоединиться к этому человеку и дальше вводить ему ту информацию, которую вы хотите. Как можно подключиться к человеку? Самым первым методом подключения к человеку является что? Эмоция. Потому что я вам до этого говорила, 80% информации считывается невербально. То есть если пришел к вам разговаривать человек, у которого что-то произошло, у которого не очень хорошее настроение, может быть, он грустный, может быть, что-то его тревожит, а у вас хорошее настроение. Если вы начнете сразу ему там с эгегей что-то говорить, ему эта информация не зайдет. Поэтому здесь можно понизить тон своей эмоции, подстроиться под него, спросить, что у тебя стряслось, надо почувствовать человека. И когда человек поймет, что вы эмоционально с ним на одной волне, потом вы можете ему давать свою информацию, и более того, вы можете его даже из этого состояния вывести на позитив, потихонечку, повышая свой голос, эмоциями и так далее. Как еще можно подстроиться к человеку? Я не знаю, кто проходил тренинги по эффективным переговорам, то здесь всегда говорят про язык жестов. То есть если мы отзеркаливаем жесты другого человека, то потихонечку мы начинаем друг друга понимать, чувствовать, быть на одной волне. 3-й метод, к чему можно подстроиться, это речь. Нужно понимать, как говорит человек и какие слова он употребляет. То есть можно прочувствовать языковые конструкции. Если Айгуль говорит, например, что-то о туризме, она говорит это быстро, вдохновенно. Чтобы мне с Айгуль задружить, я подойду, начну с ней тоже говорить про туризм, мы найдем общие темы, мы будем на одной эмоциональной волне, а потом я скажу: Айгуль, а теперь давай вот я тебе свою информацию скажу, и она ей больше зайдет, и она будет чувствовать, что мы действительно эффективно пообщались.
Можно подстроиться к общим ценностям, то есть выцепить что-то общее и на этом, объединившись, уже подстроиться к человеку. Можно подстроиться к голосовой тональности и тембру голоса. То есть если человек говорит медленно и плавно, а вы начнете ему тараторить, то, соответственно, у вас не будет такой общей волны и общего взаимопонимания. А если вы тоже начнете медленно, плавно говорить, войдете в одну такую музыкальную тональность, да, то, соответственно, ему будет более комфортнее, эффективнее, и вы более эффективно выстроите с ним коммуникацию. То же самое это касается позы сесть, и дыхание — это уже вообще высший пилотаж, это специальные практики. Поэтому вот эти технологии позволят вам, когда вы идете на переговоры, вы должны, первое, что я говорила, изучить свою целевую аудиторию. Если вы идете навстречу и знаете, что человек интроверт, значит, он говорит медленно, отрывисто, и значит, вы не должны, как экстраверт, залетать со своими эмоциями и быстро что-то тараторить. Значит, надо подстроиться под его волну, в такой же тональности произносить, и, в принципе, у вас все получится. Есть технологии работы с конфликтными людьми. Вот, кстати, говорили про Хакамаду. Когда-то я была у Хакамады на тренинге психологическое айкидо. И вот она как раз-таки давала там техники эффективной коммуникации с конфликтными людьми. Но потом я эту тему еще глубже немножко изучила. И на самом деле есть 5 типов конфликтных личностей. Я здесь не буду на каждом из них очень долго заострять внимание. Я вам дам эту презентацию, прочитайте. На самом деле к каждому этому человеку можно подстроиться, и есть только один тип, который называется неуправляемый тип, который очень импульсивен, эмоционален, у него высокий уровень притязаний, поэтому с этим человеком лучше вообще ни в какой конфликт не заходить, потому что вы никогда нормально из него не выйдете. Лучше от него держаться на расстоянии вытянутой руки. Есть технологии работы с неудобными вопросами. Вот неудобные вопросы задают не только журналисты. Неудобные вопросы могут вам задавать и в соцсетях, да. Неудобные вопросы вам могут задавать и другие люди, с которыми вы просто где-то встретились и познакомились. Здесь нужно понимать, что за тип вопроса, потому что не обязательно человек что-то специально хочет задать вам какой-то неудобный вопрос. Вот неудобные вопросы делятся на 3 типа. Это зеленый, желтый и красный. Зеленый — это те вопросы неудобные, которые задаются, потому что у человека нет информации о вас. Вот особенно, когда вы презентуете свой бизнес-проект, если вы пришли на встречу, и здесь сидят инвесторы, то инвестор может в лоб задать какой-то неудобный вопрос. Там, откуда ты взял деньги на начало этого бизнеса? И как будто бы это неудобный и неприятный вопрос. На самом деле он находится в зеленой плоскости, просто этот человек хочет больше о вас узнать какой-то информации. Или, а вот какой технологией вы пользуетесь? Некоторые начинают люди сразу закрываться, но на самом деле здесь ничего страшного нету. Можно дать ответ четко, просто и кратко, но когда вам задают такие зеленые неудобные вопросы, не надо никогда подзадоривать этого человека, особенно когда вы, если выступаете перед аудиторией, и не надо говорить и заигрывать с ним и говорить: какой хороший вопрос, я ждал этот вопрос. Вот многие тренера обычно так подзадоривают, и человек еще больше хочет задавать неудобные вопросы. Просто если такой вопрос вам задали: откуда ты нашел деньги на бизнес? Просто кратко, емко надо ответить. Желтые вопросы — это средство самовыражения. Человек, который задает желтые неудобные вопросы, это человек, который хочет выплеснуть свое внимание. Вот есть, наверное, я не знаю, когда вы, может быть, презентовали свой бизнес, обязательно один кто-то поднимет руки и скажет: да, я пользовался этим, это вообще ерунда, ничего это не работает или еще что-то. Поэтому на этого человека тоже не надо ни в коем случае обижаться.
Этот человек просто хочет самовыразиться за ваш счет перед аудиторией. С такими людьми тоже можно спокойно работать, просто нужно отстроиться от этого человека и не вестись на его эмоции. То есть не надо с ним вступать в конфликт и говорить: нет, ты не пробовал, нет, давай ты посмотри и так далее. То есть тут надо очень быть осторожным. Но если это средство массовой информации, вот как раз-таки журналисты любят задавать желтые вопросы, потому что на самом деле им нужны не ответы, а им нужны эмоции этого спикера для того, чтобы заснять и вырвать из контекста и показать именно вот, да, тот момент, когда... И поэтому на это попадаются многие чиновники, когда начинают вестись, начинают нервничать, что-то дергаться, не впопад отвечать, хотя на самом деле в этом ничего сложного нет. Помните, вот совсем недавно был случай с вице-министром экономики, который, вот, кстати, комбат, по-моему, он у вас, да, на площадке, журналистка просто ему задала вопрос про цены, и он так на нее вспылил и говорит: мы же сюда пришли по другому поводу. Да, что-то в таком духе. И они засняли. Хотя на самом деле он мог бы просто ей спокойно повернуться и сказать: все вопросы, касающиеся тарифов, я могу ответить после этой конференции, потому что сегодня тема нашей встречи — развитие малого среднего бизнеса. И все, она бы его там не... Ну, как бы, вообще этого ничего бы не было. Ну и есть так называемые красные вопросы, когда приходит уже заряженный человек, или это ваш оппонент, или это ваш недоброжелатель, который, хочет вас вывести из себя и показать в очень некрасивом, неприятном виде. И здесь для него ответ ваш вообще не имеет никакого значения. Его цель — вывести вас из себя. Это, кстати, бывает и не только с журналистами. Это бывает и в семье, и в доме. То есть может прийти такой человек, который просто хочет вас перед всеми вывести из себя. И ему абсолютно не надо отвечать на его ответ, на его вопрос. И здесь есть разные техники. Есть первая техника — это там доведение до абсурда. Помните, вот, значит, операция и этот собор я тоже сжег, да? То есть можно здесь просто отшутиться и как бы до абсурда довести ситуацию, просто пошутить, сказать: да, и это тоже я, и Казань я брал, и там я был, и здесь я был, и просто свести вопрос на нет. Можно согласиться, и согласие — отрицание, когда можно сказать: да, в этом есть своя доля, но на самом деле это выглядит вот так. Да, вы мне задали такой вопрос, да, в этом есть своя доля правды, но на самом деле ситуация совсем другая. Можно подчеркнуть недостатки и достоинства. То есть если это какой-то большой вопрос, из любого большого вопроса можно выбрать ту точку, которую вы точно хорошо знаете, и можете на нее ответить. И сказать: а на все остальное я отвечу отдельно. Можно поиграть со словами. Вот здесь вот я хочу... Очень лист у него задал вопрос: как вы можете прокомментировать сегодняшнюю выставку вот этого модного художника? И он сказал: да, мне понравилось, там то все. А второй журналист вот был вот из этой красной зоны, и он сказал: а как вы вообще можете оценивать живопись, если вы в своей жизни не нарисовали ни одной картины? На что Бернард Шоу так спокойно пошутил и сказал: я могу оценить качество омлета, но я не снес ни одного яйца в этом мире. Да, то есть он просто пошутил, увел сторону в другую совсем в другую плоскость, и уже самому журналисту стало смешно за то, что он задал великому писателю такой провокационный, в принципе, вопрос. Вот, поэтому с этими вопросами можно работать, нужно просто понимать, какая стоит подоплека, и главное, не выходить из этой эмоции. То есть я вам выше говорила в принципах, ситуация никогда не должна быть более ценной, чем взаимоотношения. То есть взаимоотношения с этим журналистом тоже важны. А эта ситуация, когда он вам задал неудобный вопрос, ну, в этом ничего страшного по большому счету нет.
Значит, про невербальную историю не буду вам рассказывать. Сейчас передам слово еще раз Гульнаре. Просто хочу сказать, что есть очень важные программирующие обороты. И на этом закончу. Итак, если вы хотите повысить внимание вашего собеседника или даже вашего ребенка, когда вы ему объясняете и даете какое-то задание, есть такие фразы. То есть нужно обязательно сказать «внимание». Вот нужно прямо сказать «внимание». Когда вы пишете пост и хотите привлечь к нему внимание, вообще абсолютно не стыдно написать слово «внимание». Это вот очень хорошо работает. Главное объяснение этому, обратите внимание, самое важное, как вы уже догадались и так далее. И здесь еще такой лайфхак. Если вы хотите, чтобы ваша мысль реально закрепилась в голове у другого человека, вы должны ее произнести 3 раза. Вот многие спикеры стесняются об этом говорить, то есть обязательно закрепите 3 раза. Сначала сказали, потом где-то в середине сказали. Я просто с одним человеком разговариваю, он говорит, если я так буду делать, все подумают, что я ку-ку. Я говорю, никто ничего не подумает, все точно запомнят то, что вы хотели сказать. Абсолютно не бойтесь. С работниками разговаривайте, абсолютно не стыдно сказать, ты меня правильно понял, повтори, что ты понял. То есть тогда это очень сильно закрепляет. Есть очень хорошие такие фразы для повышения заинтересованности. Но самое главное, это вот про Христофора Колумба, о котором я начала говорить, это в коммуникациях всегда работает закон скептика. То есть у человека внутри сидит всегда скептик. Люди вас любят, когда вы либо решаете их проблемы, как это было с Христофором Колумбом, либо делаете эти проблемы хуже заметными. То есть если вы приходите и сразу человеку в лоб говорите про его проблемы, на самом деле вы можете вызвать только отторжение. Люди любят тех людей, которые начинают с решения вопроса. То есть он приходит и говорит, я вам могу решить такой-то вопрос. И когда вы будете ходить на ваши бизнес-переговоры или делать презентации, никогда не начинайте со слов «я знаю ваши проблемы». Потому что любой женщине, например, будет неприятно, если вы скажете «я знаю твои проблемы, тебе надо похудеть». Это будет неприятно любой женщине. А если вы подойдете и скажете «у меня есть уникальная диета», я вот так и так вот ею пользовался, она сама задаст вопрос и скажет, как классно, ну-ка давай расскажи. Это будет совсем по-другому выглядеть. Поэтому, когда готовите презентации, начинайте сразу с решения вопроса, либо когда вы делаете эти проблемы хуже видными. То есть вы не можете решить эту проблему. Это вот, кстати, все имиджмейкеры, да, которые говорят, вот тебе нужно похудеть, чтобы хорошо выглядеть. Это тоже очень плохо воспринимается. Если он придет и скажет, я вас могу сделать визуально стройной, у вас так все будет классно, не худейте, не сидите, зачем вам мучиться? Я вам сейчас вот так вот подберу одежду, там сделаю так красиво, что вы будете чувствовать себя очень хорошо. Поэтому люди очень любят тех людей, которые помогают им решать проблемы. И, соответственно, обратный закон, люди не любят тех людей, которые создают им эти проблемы или указывают на эти проблемы. Поэтому это нужно быть очень уже серьезным экспертом. И если к вам человек обратился и сказал, ну-ка скажи, какие у меня есть проблемы, только после этого вы можете вываливать всю эту информацию. А если вы начнете строить свою коммуникацию с этой очень неприятной темы, то в большинстве случаев у вас изначально что-то пойдет не так. В принципе, это все. Я вам, вот здесь есть еще про самоиронию и так далее. Ну и вот в заключение хочу кратко сказать, что я разработала такую онлайн self-made программу, которая называется «Никогда не поздно». Она состоит из 11 занятий, и в июне месяце я буду ее запускать. Приглашу всех на презентацию, поэтому я думаю, что она будет вам полезна и может быть интересна. Большое спасибо.